Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Избранник рода. Давайте посмотрим, кого духи рода ведут к вам для общения, для встречи, для знакомства. Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. О, смотрите, какая собачка. Собачка вышла. Песик. Песик какой-то такой чудной. Да, смотрите, какой песик. Замечательный. А вас, ваш род показал прям змеей. Песик и змея скоро встретятся. Нож. Смотрите, какой нож тут лежит. Ничего себе. У меня вот вопрос. Почему ваш род видит вас змеей? Ну, змея — это не всегда плохой знак. Змея очень часто символизирует мудрость. И вот знаю, что в азиатских странах очень хороший комплимент — это назвать женщину змеей. Типа змея молодая, красивая, умная, очаровательная. Но ваш род вас тоже змеей видит. Причем такой, знаете, королевской коброй, да, потому что капюшон. И вот как даже корону показали на голове. Наверное, вы самая мудрая из ныне живущих в своем роду и тех, кто был до вас. Вот есть у меня такое впечатление. Женщина высокого ума, высокого интеллекта. Вы не должны идти теми же программами, которые шли у ваших родственниц. Вы можете их обойти. Вы как будто бы из другого теста. Ну, родная по душе, но как будто бы из другого теста. Очень похоже, что именно род отца что-то такое вам дал, на что вы можете опереться, как на каблуке, да, либо как на какую-то дополнительную опору. По роду матери я вижу, что у вас женщины страдающие, да, с программой страданий, жертвенности. И такие вот, знаете, с несчастной, тяжелой судьбой. Ну, либо одинокие, да, женщины, которые могут жить в семье, в отношениях, но с ними никто не считается, и любви они особо не получают. А всю свою любовь они, наверное, детям отдавали, да. Либо женщины, которые всю жизнь искали того самого идеального, да так и не нашли, с кем попало остались. А вы не такая, вы из другого теста. Почему-то мне прямо с потока идет из другого теста. По душе родная, а из другого теста сделано. Вот высокий интеллект. Сейчас я еще у карт спрошу, почему ваш род видит вас змеей. Ну, интересно же, да? Почему? Ну, я же говорю, высокий интеллект, высокий IQ. Но чем-то вы отличаетесь. Вот чем-то вы отличаетесь от других женщин в вашей родовой системе. И очень сильно отличаетесь. Очень-очень сильно. Сильнее не придумаешь. Характер, скорее всего. Характер, манера и высокий интеллект. А еще вы какая-то молчаливая. Да? Вот нет такого, что вы ходите и фонтанируете эмоции. Вы скрытная. Да, вы скрытная. И также у вас, ну, по клеверу явно то ли счастливая звезда, вы под счастливой звездой родились, либо у вас есть возможность притягивать удачу в свою жизнь. Но необычная вы, характерная, умная, не такая, как все. Не такая, понимаете, они смотрят на вас и думают: какое чудо. Ну надо же, у нас такой экзотический цветочек уродился в роду, да. Отродясь такого не было, а тут на тебе. Пожалуйста. Да, вы очень необычны, особенно для рода матери. Не такая, не такая. Птица высокого полета. Да, вы из их гнезда, но вы птица высокого полета. Они аисты, а вы орел, орлица. Да? Как женщина-орел будет. Ну, как женского рода. Не женщина, а женского рода. Кто знает, напишите.
Видите, они аисты, гнезда вьют и ничего другого не видят. А вы птица высокого полета. Вы летаете выше всех, вы видите все, от вас ничего не скроется. Ну а по лилии какой-то особый шарм, что-то есть такое, чего никогда не было. Так, уже интересно стало, уже. То есть они вами как-то особо опекаются, к вам особое отношение, потому что вы не такая, не такая. И, кстати, не такая для рода отца тоже. Потому что там, мне кажется, женщины с плохим характером и с плохими манерами. Может, они тоже не сильно там интеллектуально развиты, но у них вот характер в крови, да. Женщина, которая не будет закусывать узду, не будет там терпеть, а которая может и шандарахнуть, да, вот почему-то мне кажется так. А по материнской линии, извините, но женщины, которые привыкли терпеть. Терпеть, лишь бы там семья, лишь бы никто ничего не сказал, никто не обиделся, там я буду несчастная, слезы по ночам глотать, ну а внешне я буду показывать, что у нас идеальные отношения, да, идеальная показательная семья. Но вы не такая. С детства насмотрелись на всю эту ересь. И хотя, в принципе, с детства у вас уже был этот ваш характер и высокий интеллект, уже была другая девушка. Вот почему-то мне идет как вот сад, да, там везде какие-то ромашки, ну, как полевые луговые цветы. И вы тут такая прекрасная орхидея выросла. И все такие, боженька, что это, да? Неужели наш род будет спасен? Неужели эта деструктивная программа для наших женщин будет переписана? Да? Вот как-то так мне идет. Такие картинки интересные пошли. И слова такие интересные идут. Я не все решаю сказать. Ну, что-то есть. Мужчина-собака. Что с мужчиной? Так. Мужчина талантливый. Ой, какой же он талантливый. Мужчина, как это, знаете, корабль в открытом море. Талантливый, способный. У него какие-то явно есть очень уникальные способности. Может стать великим, но путь к величию найти в одиночку не может. Ему нужен сильный спутник рядом, сильная спутница рядом, да, которая и добрым словом, и жестким словом может его вести, направлять и вывести к этой звезде, да, к вершине вывести. То есть такое впечатление, что род мужчины и ваш род между друг другом там типа сговорились, что вот у нас есть мальчик на выдане хороший, но, к сожалению, такой петляет. А у вас девочка очень умная, сильная и характерная, да, давайте-ка мы объединимся. Чтобы вам хорошо было и чтобы нам тоже было хорошо. Да, с этим мужчиной вы точно обойдете эту петлю неудач в личной жизни. Знаете, как мне вообще идет, что женщины в вашей семье, они вот в любви себя теряли. Вот в любви теряли. А некоторые прям всю жизнь искали эту любовь и найти не могли. А вот эта золотая серединка, где равенство между давать и брать, вот этого никогда не было. То есть ваши женщины из рода так жить не умели. По роду матери дающие, по роду отца берущие. А вот золотой серединки никогда не было. И тут, пожалуйста, вы часть от отца, часть от матери. И вот как раз-таки вы можете вывести оба рода на эту золотую серединку. Ну, мужчину, конечно, вам под стать посылают. Вы, конечно, ярче, чем он. По собаке мужчина верный, преданный, надежный, спокойный, уравновешенный. Такой немножечко, знаете, скучноватый персонаж. Но, с другой стороны, наверное, такой и нужен. Чтобы не бесил вас очень сильно, чтобы с вами не соперничал, чтобы послушным был и чтобы не гулял. Да? Потому что вы не стерпите не то, что там гулять будет, а если он там будет направо-налево смотреть, уже вас будет это колбасить, ну скажу помягче, да, это точно не будет. Отличительная черта — верность, преданность, плюс еще талантливый. Да, вам нужен человек, которого вы бы уважали. Без уважения вы уже не хотите. На лицо вы уже так не падки, как может быть раньше, либо в принципе никогда не были падки на лицо. Вам важна личность. Вам важен интересный, спокойный, интеллигентный человек, кому бы вы могли доверять, с кем бы вы себя комфортно чувствовали. Ну и опять же, тот, кто может вынести ваш характер. Поверьте, это
не прянички кушает, да, такой характер, как у вас, он достаточно тяжелый. Тяжелый, и вам, скорее всего, об этом говорили не только мужчины, но и женщины. Вы, наверное, это не принимаете, но оно так и есть. Характер у вас непростой. Вы не будете терпеть, вы не будете никому в рот заглядывать, вы не будете подставлять вторую щеку, вы не станете там никого уговаривать, упрашивать. Ну, нет такого у вас в характере. И себе прививать ради угоды, ради кому-то там вот сделать приятно вы не будете. Не будете, и все. Ну, не ваше это, оно к вам не прилипает. Мужчину, да, дают такого, который необходим. Видите, бубновая масть над вашими головами. Вот собачка, да, образ собачки. Это скотч-терьер. Скотч-терьер, точно. Я поняла, на кого он похож. Сейчас я вам открою, покажу. Просто я думаю, такая знакомая собачка. Что за собачка? Ага, вот, смотрите, на такую собачку похож. Видите? Короткие лапки. Вот она, мордочка острая, ушки острые и хвостик такой, да? Небольшой. Скотч-терьер, точно. На вот такую собачку он мне похож. Прям ассоциация пришла. Сейчас мне какие будут еще картинки, видите? На такую собачку. Во, точно, он. Нет, вот он. Видите, вот он. И также стоит. А вы на королевскую какую-то кобру похожи. А вы буквально, да, лицо к лицу. Над вашей головой бубновая масть. Бубновая масть – это очень хороший знак. По правой стороне двойка, вот она, видите. А по левой стороне птица, еще звезда показана. Ха-ха. Да, это очень интересно. Двойка – идеальный союз, идеальная пара, идеальные отношения. Именно партнерские. Это самое главное. Для вас это прям самое главное. Это база, без которой вы не будете вступать в отношения. Птица, ну, реализовать все и вся, да, быть свободным, путешествовать налегке, да, птицы они легкие на самом деле, у них нет таких трудностей, как у других, например, животных. Вот вспорхнул с веточки там и полетел куда хочется, и никто тебя не останавливает. А бубновая масть говорит о том, что в таких отношениях вы можете не только быть спокойны, да, и жить свою лучшую жизнь, но еще вместе, либо благодаря друг другу, заработать очень большие деньги, да, какие-то невероятные финансовые перспективы могут открыться. Но это как бы в идеале, да, вот идеальная картинка, которую рисуют духи рода. Вот этот нож или кинжал, не знаю, как его правильно назвать, он в ножнах лежит, это я вижу, и он под вами. То есть это как обещание, либо видение, да, если вы будете вместе, конфликтов на ножах вы точно не будете. Нож мало того, что в ножнах, так еще и под вами находится. То есть вы наступили на этот нож в ножнах. То есть конфликтов между вами не будет. Несмотря на ваш такой немножко взрывной характер, мужчина будет все сглаживать. А вы мужчине своим характером будете помогать отстаивать какие-то для него важные и нужные вещи. Какой-то, знаете, как идеальный симбиоз между вами. То есть он вас уравновешивает, а вы его дополняете. Да? Вот как-то так мне идет. Но эта картинка, конечно, в идеале, но нужно посмотреть, как это реализуется в жизни. Встреча. Но вот знакомый, говорят, знакомый. То есть, скорее всего, встреча будет максимально естественной, органической, и вас могут познакомить общие знакомые, общие приятели. То есть это не так, что какой-то неизвестный дядька там в интернете, либо просто кто-то к вам там на улице подошел, либо где-то там вы находитесь, к вам подходит знакомиться, да, и вы про человека вообще ничего не знаете. Это посторонний, да, посторонний, которому 1000 вопросов, которого не хочется, да, подпускать к себе, ну, непонятно, что за персонаж, да, чего от него ждать. А когда вас кто-то вот знакомый знакомит между собой, то есть, в принципе, уже какое-то доверие устанавливается. Пусть не полностью, но тем не менее, да. То есть это знакомый моей подруги, а моя подруга не будет с кем попало общаться. Либо это знакомый там, моего друга, либо родственника, там, брата, свата, неважно, да, с кем попало знакомиться не будет. А если это чей-то родственник, это вообще еще лучше. Допустим, опять же, брат подруги,
либо брат там заловки, да, либо сын маминой подруги, понимаете, вот как легче, да, легче воспринимается это знакомство, оно не навязчиво, никто никому не пристает, никто ни на кого там вида не имеет, глаз не горит, вы просто знакомитесь. И диалог сам по себе завязывается проще, легче. И также я вижу, что нет никакого давления, а вы давление вообще терпеть не можете. Вот если кто-то на вас начинает давить, вы прям взрываться начинаете. Вот настолько вы ненавидите давление. Вот. Ну, поговорите, познакомитесь, пообщайтесь. Я не вижу, что мужчина прям сразу начнет за вами ухаживать, да, начнет там упадать за вами. Нет, такого я не вижу. И не вижу, что вы прям к нему вся загоритесь и скажете: боже, какой красивый, я таких красивых отродясь не видела. Нет, такого тоже нет. Вы просто познакомитесь, вы просто пообщаетесь. И вот этот первый контакт, он очень многое, скажем так, расставит по своим местам. Почему? Между вами сформируется некое доверие, не будет неприязни. Также я вижу, что возникнет интерес, но интерес не как к мужчине, как к женщине, а как к интересной личности, да? Интересному, воспитанному, умному, образованному человеку. Возможно, у кого-то из вас еще отыграется, что вот как-то взаимосвязанные, да, взаимосвязанные темы. Допустим, вы ищете хорошего юриста, а этот мужчина, он и есть юрист, либо знаком с юридическим делом, либо там, мужчине нужна какая-то консультация по поводу его каких-то дел, а вы как раз в этом очень хорошо понимаете. То есть у вас больше вот дружба-дружба, да, начинается как будто бы все с дружбы. Ну а дальше будут очень странные дела происходить, странные события, когда вас конкретно духи вашего рода и рода мужчины будут просто вот сталкивать лбами. То есть вот до абсурда будет доходить вот места, где вы встречаетесь, и встречаться вы будете достаточно часто. То есть кажется, что ну как, мы живем в огромном городе, да, а может мужчина вообще откуда-то приедет, либо вы откуда-то приедете, да, но при этом вы постоянно встречаетесь. Сначала это будет странно, потом это будет удивительно, а потом вы начнете об этом думать и приходить к мысли, что не все так однозначно, да, что-то есть скрытое, чего я не понимаю, а вы не любите, когда вы чего-то не понимаете. Начнете думать, собирать информацию, какие-то догадки строить, и мужчина тоже вам скажет, что как-то удивительно, да, что мы постоянно с тобой встречаемся. Это, кстати, станет еще одной интересной темой для ваших дискуссий, да, для вашего диалога. Ну и так начнете общаться, пока друг к другу, наверное, не привыкнете. Я не вижу здесь принуждения, а это самое главное. То есть ваш род не может и не будет вас заставлять связать свою жизнь именно с этим человеком. Но они очень хотят, чтобы вы были вместе, потому что они видят, как вы друг к другу подходите. Прям видят. Так что без принуждений, без нажима, без давления вы просто начнете общаться, узнавать друг друга лучше, друг к другу будете привыкать, а там, даст Бог, и в пару сойдетесь. Но не ждите, что мужчина прям сразу там будет делать вам какие-то красивые предложения, там, широкие жесты, потому что я вижу, что мужчина в вас влюбится быстрее, чем вы в него. И эта влюбленность его, не то чтобы тяготит, но вижу, что он очень будет переживать. И то есть тут такая дилемма, что вот если я ей признаюсь, она перестанет со мной общаться, и я потеряю не только возлюбленную, но и друга. Вот как-то у него, знаете, будут там хождения по мукам. А вы же влюбляетесь немножко поспокойней, и вам больше времени нужно на то, чтобы в человека влюбиться. Потому что влюбляетесь вы не в лицо, не во внешние данные, а в душу человека влюбляетесь, да? В жесты, в действия, в мысли, в поступки. Да? Вот как-то так мне идет. И понятно, что на это больше времени нужно. Там он уже будет влюбленный во все, а вы только лишь начнете к нему присматриваться как к мужчине. И еще раз хочу подчеркнуть, что это не значит, что вы будете вместе. Решать будете только лишь вы. Если в это время вы познакомитесь с кем-то другим, либо там, произойдет какой-то адюльтер, то
Выбирать будете вы. Ваш род не может заставить делать то, что им хочется, да? Либо то, что они там задумали и придумали. Все, что они могут, это свести, познакомить, скажем, там какие-то знаки вам послать, какие-то подсказочки передать, там сны навеять, да, но не более того, понимаете, не более того, потому что они живут там в духовном мире, мы живем здесь в материальном мире, и у них нет власти здесь, у них нет энергии здесь, чтобы хоть как-то там подать вам знак, им приходится всем очень сильно напрягаться, и энергетически очень сильно они теряют. Но, тем не менее, плохого они к вам не ведут. Не знаю, возможно, вот он какой-то волосатенький мужчина, да, потому что я вам показала этот образ собачки, этого терьерчика. А волосатенький в плане, что у него там тело может быть волосатое. Может быть, у него действительно длинные волосы. Может быть, у него борода, да, потому что терьерчик, он такой вот с бородатой мордочкой. Что у него какие-то необычные уши, какое-то необычное, там, не знаю, тело, там, коренастое, например, да, либо он такой невысокого роста. Но, тем не менее, он достаточно интересный мужчина. Да, вас кто-то с ним познакомит. Это не будет знакомство на улице, либо в интернете. Однозначно нет. Однозначно нет. Если вдруг вы этого мужчину таки выберете, ну вот скажете, да, неплохой вариант, почему бы и нет. Да, либо скажете, вот прям такой умный, спасу нет, влюбилась, то вы не пожалеете. Конечно, отношения будут немножечко пресноватые, да, потому что мужчина сам по себе очень спокойный, с ним даже поругаться невозможно, да. Будете пытаться, а он будет либо там улыбаться вам и соглашаться со всем, либо отмалчиваться. Ну, не получится, да, как-то с ним особо поругаться. Даже прицепиться не к чему будет. Ну, я думаю, что вы найдете, куда вам пар выпустить. Вот. Ну, а так, конечно, да. Спокойная, тихая, как гавань, да. Это то, что вас ждет с этим мужчиной. Единственная страсть, которую я вижу, ну, кроме постельных, конечно, это вот какая-то, как работа, должность, карьера, бизнес, да. Вот там вы можете тоже гореть, помогая мужчине, например, добиваться карьерных высот, либо вместе выстраивая какой-то бизнес. Вот там, да, там страсти будут. И вот друг друга хорошо дополняете. Он очень такой исполнительный, а вы как мозг операции. Да? Вы все придумываете, вы ему говорите, что делать, а он делает. Вот как-то так идет. Ну, послушный будет, очень послушный. Вы его там будете дрессировать, намуштруете его, ну и будет очень удобный такой домашний, семейный мужчина, которым можно гордиться, да, гордиться его достижениями. Мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.